Тогда слово для выступления предоставляется представителю Джорг Кинеша Матисакову. Пожалуйста, к трибуне. Уважаемый председатель, уважаемые судьи, прошу обратить внимание на сущность концепции нашего возражения. Дело в том, что данные обращения по существу не затрагивают существо конституционного права. Это доказывается следующими статьями, что конституционность пунктов Б, В, Г, пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса доказывает это положение части 6 статьи 12, статьи 16, статьи 18, статьи 19, статьи 20 Конституции Кыргызской Республики. А также конституционность данных пунктов доказывает пункт 22 статьи 1, статьи 2 пункта 1, 2, 4, 7, 12, части 1 статьи 3, пункта 1 статьи 6, подпункта 8, пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса, а также абзаца 3, пункта 3 статьи 1 и статьи 21 Закона Кыргызской Республики об инвестициях Кыргызской Республики, принятые 27 марта 2003 года, номер 66, а также абзацами 5, 6 статьи 3 Закона Кыргызской Республики о нормативных правовых актах Кыргызской Республики. Ваша честь, прошу вас обратить внимание на изучение, что в рамках данного запроса Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики, запроса судьи Межрайонного суда Сыкульской области Тагаева о проверке конституционности подпункта Б, В, Г, пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса не учтено, что представлено, что земельные участки являются не объектами, ограниченными в обороте. То есть земля в связи с этими пунктами, признаками, да, не является ограниченным в обороте. А земельные участки являются объектами, в отношении которых оборота земельным законодательством в публичных интересах установлены особые правила. То есть к земельному участку представлены в отношении его оборота представлены некоторые правила. Правила, установленные на основе общепризнанных международной практики, принципов действительности, как международный и конституционный принцип в сфере норм земельного права. Поэтому мы считаем, что в этом вопросе отсутствует предпосылка для судебного разбирательства. И второе. Как известно, здесь говорится вопрос об иных собственностях. Конечно, Конституция и Гражданский кодекс оставил этот вопрос открытым. Только закон о земельном кодексе здесь дало понятие. То есть понятие в такой части, что земельные участки являются объектами, в отношении которых установлены особые только правила, не ограничивать их в обороте. То есть данные акционерные общества и юридические лица, в том числе и иностранные юридические лица, могут в своем деятельности осуществлять обороты с земельными участками, но с особыми правилами, которые указаны в законе. Эти особые правила установлены и Конституцией, как я говорил, в статье 12, 16, 18, 19, 20, что эти устанавливаются законом особо. То есть устанавливается национальный режим. Национальный режим в части правил, особых правил устанавливается национальный режим. И, конечно, если рассмотреть в теории, мы обратились к теории данного вопроса, да, как вам известно, существует 5 законов. Самым старым из них является теория инкорпорации. То есть наши студенты и сейчас в университетах обучаются более по закону инкорпорации. Поэтому мы правильно понимаем позицию письма Минюста и Национального банка, потому что они рассмотрели с точки зрения теории, да, по теории инкорпорации. Теория инкорпорации – это очень старая теория.
она создана еще в 17-18 годах юристами Великобритании, США, Канады и так далее. И до сих пор. И она изложена очень широко в юридической литературе. Вторым законом, извините, пожалуйста, я первый раз выступаю, поэтому я просто факты веду, не информирую просто, потому что эти вопросы вы, конечно, хорошо знаете. Так, и еще есть теория оседлости. То есть это тоже закон юридических лиц, который создан и успешно применяется в разных европейских странах, в том числе и в Японии, и в ФРГ, Бельгии и так далее. Из этих законов еще есть теория эксплуатации. Да, это тоже хорошо расписано, но эта теория больше применяется в восточных странах. И совсем молодой теория – это теория контроля и теория коллизии. Это теория в юридической литературе, это новые теории. И при процессе подготовки юристов к этим теориям мало обращается внимания, потому что из-за нехватки часов мы проследили даже учебный час по этому вопросу подготовки юристов. Да, посмотрели, там очень мало выделяется, и больше литература расписана по инкорпорации. Поэтому студент получает знания по инкорпорации. И очень скудные знания по теории контроля и критерии коллизии. Да? Но теория контроля представляет этот самый современный критерий. Он разработан и закреплен в Вашингтонской конвенции в 1965 году. Также он закреплен в договоре 1994 года к энергетической хартии. Также эта теория впоследствии была определена как господствующее правило коллизионного регулирования личного статуса юридических лиц. И, конечно, восприняли эту теорию Великобритания, США, Швеция и это. Да? Теория была также воспринята в Швеции в 1916 году даже и в 1925. Эта теория большой и широкой получила после Второй мировой войны. По этой теории мы при ответе на признаки мы ссылались на три закона. Это у нас было критерий деятельности, критерий контроля и критерий коллизии. Да. Анарбек Джалалович, я вынужден вас остановить. Вы все-таки по существу запроса свою позицию дайте. Наша Нам, позиция... а то у вас здесь получается лекция относительно видов теории по земельным правоотношениям или в целом по применению законов получается. Нам не надо теории рассказывать. Ну, дело в том, Нам что... важна ваша позиция по поставленному запросе вопросу. Позиция наша заключается и основывается на статьях 12, 16, 18, 19, 20 Конституции Кыргызской Республики о конституционности подпункта Б, В, Г, пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса. Спасибо вам за внимание. Анарбек Джалалович, я хотел бы вам сделать замечание. Вы высказываете такое мнение, что этот запрос не мог быть предметом для судебного разбирательства. Но у вас по Конституционному закону о Конституционной палате было полное право внести жалобу на определение коллегии о принятии к производству. Вы этого не сделали. И, соответственно, сейчас заявлять о том, что неправильно этот запрос рассматривать, с вашей стороны, по крайней мере, некорректно. Второе. К сожалению, я, например, не услышал, почему национальные юридические лица, зарегистрированные по законодательству Кыргызской Республики, отнесены к категории иностранных юридических лиц. Ведь судья-то ставит вопрос именно в этом ключе. Почему в отношении них применяются правила, которые должны применяться в отношении юридических лиц, зарегистрированных за пределами Кыргызской Республики? К сожалению, в вашем выступлении я, по крайней мере, не услышал ответа на эти вопросы. Дело в том, что, да, вы правы, извините, я первый раз выступаю в суде, поэтому могу вынести такие неправильные точки зрения. Конституционности данных пунктов Б, В, Г, пункта 11 статьи 1 Земельного кодекса говорится о том, что здесь было
было введены особые правила для иностранных юридических лиц. Было принято законодательно был принят земельный кодекс, а также закон об особых территориях. И в статье 20 указано о том, что иностранное лицо имеет право земельным участком только в пользовании, но не ограничивается в обороте. То есть он имеет право взять, в течение 2 лет имеет право продать. Отчуждать, то есть. Понятно. Все равно ответа я не услышал.